Доброе утро, дорогие наши телезрители. Просыпайтесь и встречайте новый день вместе с нами. Всю эту неделю вместе с вами буду я, Руслан Ачиров, на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. На календаре 14 августа, середина месяца, и буквально еще 2,5 недели и мы с вами встретим золотую осень. Ну а пока наслаждаемся последними летними днями и давайте узнаем, что мы для вас сегодня подготовили. Мы расскажем вам о стране, которая собирается легализовать летающие такси. Также расскажем про поиски лохнесского чудовища. Они возобновляются. Где это будет и когда начнется экспедиция, поговорим также сегодня. Традиционно покажем нашу рубрику «Советы юриста», даты и события, а также узнаем советы звезд в нашей рубрике «Гороскоп». А в гостях у нас побывают специалисты из Центра занятости, которые расскажут о проектах, реализуемых у них. И в конце эфира к нам также подойдут студенты, которые продвигают в массы добрые дела. Так что оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где вы можете найти еще больше новостей и интересных фактов. Ну а сейчас, дорогие друзья, я предлагаю узнать, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики составляла плюс 18 градусов. В заречной группе улусов от плюс 17 до плюс 19, в южных плюс 14, плюс 15. В Вилюйской группе улусов от плюс 14 до плюс 20, в Нижнеленских 16-22 градуса выше нуля. В западных районах плюс 14, плюс 19, в Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 8 до плюс 16. В Янских районах плюс 9, плюс 12, на северо-западе республики от плюс 6 до плюс 9 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 20 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем плюс 19, плюс 21 градус. Также сейчас в данное время в городе Якутске достаточно сильная задымленность. И мы также поговорим об этой загрязненности, о дыме и немножко коснемся рейтинга. И вообще дадим вам советы, как можно себя обезопасить в такой ситуации. Но это будет чуть-чуть попозже. А сейчас давайте узнаем, какие даты, праздники, знаменательные события отмечаются сегодня, 14 августа. Наша постоянная рубрика «Даты и события». Сегодня отмечают Всемирный день ящерицы, День удаления татуировки, День выгула черепахи. Ежегодно 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, который длится 2 недели. Маковея является одним из самых популярных и наиболее почитаемых праздников среди верующих. Медовый Спас является символом благоденствия, достатка и общественного единства. Он напоминает о важности земледелия и уважения к природе. Это день в истории. В 1457 году в Майнце напечатан «Псалтирь», первая книга, на которой указаны имена издателей. В 1790 году между Россией и Швецией заключен Верельский мир. Этот договор официально завершил русско-шведскую войну 1788-1790 годов. В 1865 году в Санкт-Петербурге открыт зоологический сад. В 1917 решением Временного правительства Николай Романов вместе с семьей отправлен на поселение в Тобольск. В 1930-м принято постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР о всеобщем обязательном начальном обучении. В 1936-м впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол. В 1945 году в Москве подписан Советско-китайский договор о дружбе и союзе сроком на 30 лет. Китай представляло правительство Чан Кайши. В 1947-м Пакистан стал независимым государством. В 1958 году были учреждены почетные звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР». В 1992 году Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.
В 2009-м на стратегической российской подлодке Борисоглебск проекта 667 БДР спущен Андреевский флаг. В этот день родились. В 1953-м Ирина Гришина, советская и российская актриса театра и кино, мастер дубляжа и озвучивания. В 1958-м Михаил Ширвинд, советский и российский актер, телеведущий, теле- и кинопродюсер. В 1962-м Алена Сферидова, российская певица, автор песен, композитор, актриса и телеведущая. А в 1966-м появилась на свет Холли Берри, американская киноактриса, лауреат Оскара. Именины отмечают Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор. Ну а, как вы уже знаете, сегодня также отмечается Медовый Спас, и заниматься пчеловодством может не каждый. Надо иметь выдержку, терпение и любить пчел. Про урожай меда, его количество и качество смотрите в материале наших томодских коллег. На носу Медовый Спас, а значит, пора заканчивать сбор урожая. Томодский пчеловод Александр Огренчук обходит свою пасеку. Она тоже вся запечатана. Они уже все, они уже в этот магазин носят. Вот один и еще два. Такой мед может храниться годами. Чтобы он оставался ароматным, Александр Николаевич окуривает пчел по своему методу. Функция вдымаря заключается в том, чтобы, если так грубо сказать, для усмирения пчелы. То есть, когда мы окуриваем ее дымом, пчела набирает в медовый зобик меда, и как бы у нее такая способность, что жалить, не может, да. Но вообще пчелы на этой пасеке довольно дружелюбные. За все время съемок нас никто даже не попытался ужалить. Это несмотря на то, что среди полосатых тружениц есть и подвид среднерусской пчелы, дальневосточная порода, которая считается довольно агрессивной. Как говорят, человек сначала богат медом, а потом уже остальными продуктами пчеловодства. Это якутский мед, самый вкусный, 999 пробы. На пасеке у меня пчелы, занимаюсь отбором, селекцией пчел, чтобы улучшить медопродуктивность, зимостойкость пчелы, и чтобы было хорошие привесы в улье, качественного меда. На вопрос, а как же все-таки выбрать мед, Александр Николаевич ответил просто. Да никак. Просто пробовать, еще раз пробовать. И мед, которым вам очень-очень понравился, значит, это ваш. Ну, семью я знаю давно, они живут от нас недалеко. Всемирная сеть WhatsApp и все остальное, поэтому реклама шла. Почему не попробовать при том, что это томодский мед, так скажем, домашний. Вот, поэтому смысл мне где-то покупать в магазине или, если можно, здесь приобрести. Попробовали, мед просто супер. Каждый год его берем. Соты тоже очень вкусные. В общем, продукция на ура у нас уходит, и, наверное, не только у нас. Поэтому процветание. Любители и производители меда говорят, сладкое лакомство и лечит, и настроение поднимает. Особенно, когда продукт поспел. Роман Сливкин, Виолетта Сыроветник, Ренат Нахиев, Томод. В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» появилась программа «Содействие занятости». Она дает возможность получить новую профессию в режиме онлайн совершенно бесплатно. Об этом мы сегодня подробнее поговорим с Федоровой Екатериной Анатольевной, начальником отдела профессиональной и профориентационной работы Управления занятости населения городских округов, и Иннокентьевой Надеждой Николаевной, старшим методистом Центра профобразования Сахатех Консалт. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Первый вопрос: как можно подать заявку на обучение? Национальный проект, федеральный проект содействия занятости в рамках нацпроекта «Демографии», действительно, он реализуется с 2021 года по 2024. То есть гражданин, который хочет обучиться в этом году, то есть у него есть возможность обучения пройти только один раз. Кто может быть участником данной категории, участником данной программы? Это женщины, которые сидят по уходу до 3 лет, которые воспитывают ребенка, женщины не занятые, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка, до 7 лет включительно. Это
50 плюс граждане 50 плюс возраста, граждане предпенсионного возраста, работники, находящиеся под риском увольнения, молодежь до 35 лет. То есть это вот основные категории, ну и так далее. То есть, конечно, когда гражданин заходит на портал «Работа в России» для подачи заявки, он может ознакомиться с теми категориями, которые для него, по которым категории он подходит. Да? Заявку гражданин подает самостоятельно, то есть есть очень хорошая возможность гражданину ознакомиться с образовательными программами, ознакомиться с описанием программы, то есть посмотреть, сколько будет длиться по времени будет, сколько длится самообучение, да, то есть выбрать образовательную программу и, соответственно, подать заявку. То есть заявка подается на портале «Работа в России», и заявка подается через, конечно, через личный кабинет, вход которого через подтвержденную учетную запись госуслуг. А какие виды образовательных программ вы предлагаете? Ну, данный федеральный проект, он предлагает образовательные программы. Это повышение квалификации, да? Это профессиональная подготовка. Например, профессиональная подготовка – это повар, парикмахер, оператор котельной. То есть после окончания данного обучения выдается свидетельство о получаемой профессии. Дальше идет повышение квалификации, удостоверение повышения квалификации и профессиональная переподготовка. То есть у данного курса у него часы намного больше, 256 часов составляет, и выдается по окончании диплом о профессиональной переподготовке. То есть диплом о профессиональной переподготовке получает каждый слушатель? Да, то есть те, которые выбрали данную образовательную программу. А какие социальные проекты реализуются в вашем учебном центре? Наш учебный центр работает с 2018 года, и с прошлого года мы обучаем граждан бесплатно в рамках социального контракта, также в рамках проекта содействия занятости. В рамках социального проекта содействия занятости граждане могут выбрать 3 согласованные программы. У нас это повар, кондитер и младшая медицинская сестра. И, конечно, много других программ, которые они все предоставлены на портале «Работа в России». Что касается социального контракта, они могут выбирать любую программу, но руководствуются двумя факторами. Это стоимость и длительность курса. Но мы наш разговор продолжим буквально через небольшую паузу. Сейчас мы передадим слово нашим коллегам из новостного блока. Я думаю, что вы много полезной информации узнаете, оставаясь с нами в эфире. Доброе утро, Якутия. Новости к этому часу. Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туристического обмена между двумя странами. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Также он отметил, что на данный момент ведомство приложит усилия для ускорения процесса, в то время как осуществляется проработка предложения по дипломатическим каналам. Ранее Минэкономразвития объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. От соседей получено подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы. Для работ по реконструкции подстанции 220 кВт мая будут отключения электроэнергии. Ремонты энергообъектов проведут в заречных районах республики 14 августа. Для отключения линий Мая-Чурапча в Амгинском районе с 6 до 22:00 не будет ограничена подача электричества в населенных пунктах Амга, Абага, Петюнь, Булугур, Михайловка, Мендиги, Анёс, Покровка, Сулгача, СРГБС, Чакыры и Чапчуган. В населенных пунктах Алтанцы, Садагай, МСИ перерывов электроснабжения не будет. Электроэнергия в эти села будет подаваться по резервной линии 35 кВт. Мирнинские коммунальщики начнут пылесосить улицы с помощью чистодора. Подметально-уборочная машина умеет собирать пыль, гравий, песок и снег. Техника, как пылесос, подбирает мусор и грузит в кузов. Также чистодор может подметать улицы щетками. Пыльно при этом не будет благодаря встроенному распылителю воды. Чудо-технику в автопарке предприятия «Коммунальщик» во время ревизии обнаружил мэр Мирного Алексей Тонких. Глава города ранее поручил работникам срочно восстановить машину, а запустить ее в работу в ближайшие дни.
В Якутии в течение года на выплаты семьям при рождении детей направят до 4 миллиардов рублей. По поручению главы Якутии Айсена Николаева разработан и находится на согласовании проект закона республики об увеличении размера республиканского материнского капитала «Семья», представляемого при рождении 3 или последующего ребенка в 2 раза до 300 тысяч рублей. Также в исполнение поручения главы республики разработан проект закона республики об установлении дополнительной поддержки при создании молодых семей в виде единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей для новобрачных в возрасте до 25 лет включительно. В Мирнинской школе стартовал набор «Медицинский класс». О том, какие преимущества у новой учебной группы, программы расскажут наши коллеги. В первой школе Мирного будут обучать медицинскому делу с этого года. Заявки на поступление в медкласс сегодня подали 17 старшеклассников. Осталось 8 мест. В этом классе преподавание химии и биологии будет вестись на углубленном уровне по профильным учебным программам. Кроме этого, учебный план 10-го медицинского класса предусматривает введение специальных курсов медицинской тематики, таких как, например, введение в медицину, медицинские манипуляции, оказание первой медицинской помощи, основы практической медицины. Преподаватели медицинского класса – сотрудники Мирнинского медколледжа. После окончания профильного класса выпускник получит аттестат с соответствующим примечанием. Помимо профильного класса, в этом году в школе откроют точку роста. Образовательный центр предложит детям 3 направления. В первой школе получили такое развитие направления физики, химии и биологии. Это углубленное изучение. Это профильное образование, профильное изучение определенной группы предметов. Но это очень круто, что у нас практически все школы уже имеют такие точки роста по разным направлениям. Итог приема документов на бюджетные места на программы бакалавриата начался в Агики. Документы принимают по таким программам, как проектный менеджмент, постановка и продюсирование культурно-досуговых программ, руководство этнокультурным центром, а также на программу «Цифровые технологии в музейной деятельности». Отмечается, что прием документов для поступления по результатам экзаменов на базе среднего профессионального образования продлится до 17 августа, а по результатам ЕГЭ до 22 августа. Требуемые документы – копия паспорта, аттестат или диплом СПО, копия СНИЛС и 2 фото 3×4. В столице региона в республиканском шахматно-шашечном центре проходит всероссийское соревнование по стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Николая Кычкина. Турнир проходит в рамках столетия физического движения в республике. Всего 72 участника будут состязаться по 2 дисциплинам. Классическая и молниеносная игра. В сеансах примут участие титулованные шашисты, 15 гроссмейстеров и 30 мастеров спорта из 15 регионов России. Игры будут проходить до 16 августа. Победители по возрастным категориям будут награждать медалями, дипломами, кубками и денежными призами. Доброе утро, друзья! Мы рады приветствовать тех, кто к нам присоединился. Мы продолжаем наш разговор о национальном проекте «Демография», где появилась программа содействия занятости. И она дает возможность получить новую профессию в режиме онлайн совершенно бесплатно. И продолжаем наше общение с нашими гостями. Если гражданину нужна консультация по выбору, образовательной программе, где его могут проконсультировать? Ну, в первую очередь, конечно, гражданин после подачи заявки он должен подойти обязательно в центр занятости. Ему приходит уведомление о том, чтобы гражданин после подачи заявки в течение 3 рабочих дней подошел в центр занятости. То есть данный процесс оказания профориентационной услуги, он должен обязательно, центр занятости в данном случае верифицирует эти заявки, то есть одобряет, либо отклоняет, либо рекомендует сменить образовательную деятельность после прохождения профессиональной ориентации. Вопрос Надежде: кто может обучиться бесплатно? Ну, в нашем учебном центре могут обучаться те граждане, которым одобрили социальный контракт. Они могут выбирать любую программу, опять же, руководствуясь 2 факторами – стоимость и длительность. Также в рамках проекта «Демография. Содействие занятости» обучаются те граждане, категории которых перечислила Екатерина. И я правильно понял, что на некоторые программы можно пройти обучение дистанционно, как бы в заочном формате? И какие именно профессии можно
получить очно? Ну, есть, вот как ранее мы говорили, что есть 3 основные программы. Это профподготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка. То есть в дистанционном формате в основном это повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Там, где нужны практические навыки, естественно, там дается очное обучение, да, то есть теорию, возможно, учебное заведение может дать дистанционно, и дальше уже, конечно, практические навыки. То есть это профессии повар, это операторы котельной, это кондитеры, это машинисты бульдозера, экскаваторы и так далее. То есть это все всегда проводится в очном обучении. Ну и где можно узнать подробно о возможностях, да, бесплатного обучения этой программы и как можно вообще записаться? Можно вот рассказать нашим зрителям. Ну, что касательно нашего учебного центра, достаточно к нам обратиться, позвонить или подойти к нам лично. Сахатехконсалт. Сахатехконсалт, учебный центр, да. Наши менеджеры очень подробно проконсультируют наших слушателей в обязательном порядке, что делать по поводу социального контракта, куда обратиться, какие документы нужны. А по поводу проекта «Демография. Содействие занятости» можно обратиться в Центре занятости. Там работают компетентные сотрудники, они тоже очень подробно проконсультируют, даже могут помочь с подачей заявки. Также мы со своей стороны тоже можем помочь с подачей заявки. Надежда Екатериновна, большое вам спасибо за очень полезную, думаю, информацию для многих наших телезрителей. Ну, а мы продолжаем. Ни для кого не секрет, что жизнь в школах не затихает даже летом, ведь именно в это время наступает особая пора. Пора ремонтов и обновлений к новому учебному году. Ну, вот как сейчас помню, с каким волнением и трепетом заходишь в свою родную школу после летних каникул, где немного пахнет краской, а кто-то и вовсе дома начинает свой предосенний ремонт. Магазины предлагают горячие скидки, а значит, пора приступить к работам. Каникулы у детей еще не завершились, дома в основном никого, кроме взрослых, и нам надо этим воспользоваться. Ну а на что нужно обратить внимание во время ремонтных работ при подписании, например, документов, мы расскажем в нашей рубрике «Советы юриста». Доброе утро, дорогие телезрители! Потихоньку подходит к концу у нас летний сезон, но еще есть время сделать ремонт в любимой квартире. Итак, сегодня повторяем правила заключения договора подряда на ремонтные работы. Речь идет именно о бытовых подрядах, которые на ремонт квартиры. Безусловно, аналогичные требования существуют и в договоре более сложных подрядов, на строительство дачи, дома, еще чего-то, но мы сегодня рассмотрим именно маленький ремонт. Итак, захотели отремонтировать комнату. Что нужно указать в договоре? Нашли подрядчика, вроде бы все хорошо, читаем договор. Итак, в предмете указываем, что мы ремонтируем комнату определенной площади. На схеме наносим, какую комнату мы хотим отремонтировать, какая площадь стен, какая площадь потолка, какая площадь полов. Для чего мы это делаем? Чтобы в последующем определить стоимость ремонтных работ. Делаем комнату полностью, поэтому учитываем, что стоимость 1 квадратного метра поклейки обоев столько-то, 1 квадратного метра, допустим, укладки пола столько-то. Тогда в последующем, если у нас будут претензии к небольшим дефектам в небольших квадратах, мы сможем это предъявить. И, допустим, если это не нуждается в переделке или во внесении изменений, то есть, в общем-то, вы готовы с небольшим дефектом смириться, но стоимость можно будет на эту сумму уменьшить. Поэтому расписываем все подробно. Если материалы закупает подрядчик самостоятельно, нам нужно обязательно указать в договоре, какие материалы мы хотим видеть. Вот хотим мы керамогранит определенной фирмы, прописали, увидели, что не тот, попросили заменить, указали на договор, что обязательно он самостоятельный. Итак, если у нас происходит сложный демонтаж, это касается особенно ремонта у нас ванных комнат. Почему? Потому что тогда снимается кафель, образуется негабаритный мусор. Это очень важно, потому что зачастую бывают споры с соседями, потому что мешки строители оставили, и дальше вы вроде претензий предъявляете, почему вы их не вынесли, а вам говорят, у нас в договоре не указано, что мы выносим мусор. Мы из квартиры вынесли, а дальше вы самостоятельно. Поэтому, если подразумевают, что демонтируют окна, демонтируют полы, демонтируют плитку, не дай бог там выносят ванну, то все это обязательно прописываем в договоре. То есть прописываем, что негабаритный мусор после демонтажных работ выносит подрядчик путем вывоза с территории многоквартирного жилого дома. Почему это очень важно? Потому что если он просто вынесет их, соответственно, на место сбора мусора, к вам могут предъявить претензии, потому что негабаритный мусор образован не многоквартирным домом. У нас в управляющей компании в договоре он не указан, то есть у нас бытовые отходы, а здесь уже это не совсем бытовые отходы, вас могут обязать за свой счет это вывозить. Поэтому во избежание проблем с соседями, с управляющей компанией тоже это все внимательно прописываем. Прописываем, что
Подрядчик обязуется не только собрать, вынести из квартиры, но и вывести с территории многоквартирного дома и утилизировать соответствующие требования. То есть вывести на свалку в установленном порядке, ну или заключить договор того, кто будет это вывозить. Все прописали, разобрались с мусором, вроде бы все хорошо. Дальше. Ну, бывает такое, что материалы вовремя не поступили, рабочие заболели, все бывает. Указываем сразу неустойку за просрочку исполнения. То есть, бывает, что и из квартиры приходится к родственникам выезжать, да, или временно снимать какую-то жилплощадь. Это затраты, поэтому рассчитывали на месяц, а ремонт растянулся на 3. Обязательно прописали, что за каждый день просрочки взыскивается определенная неустойка. Все, тогда мы будем спокойны, что если вдруг ремонт затянется, у нас будет мера влияния на подрядчика, чтобы он закончил ремонт быстрее. Напоминаем, что информация о месте нахождения подрядчика, да, о том, когда, получается, он зарегистрирован как юридическое лицо, имеется на сайте Федеральной налоговой службы. То есть в личной информации можно все посмотреть. Конечно, лучше выбирать подрядчиков, у которых опыт побольше, которых рекомендуют, у которых есть официальный местонахождение, да, какой-то офис, да, куда можно прийти, пожаловаться, предъявить претензию, поставить входящий номер на ваши уведомления о недостатках и так далее. Дальше, что еще нужно посмотреть? То есть разобрались с юридическим лицом, гарантийный срок. Обязательно, чтобы он был прописан, чтобы была уверенность в том, что вот если в случае недостатков, которые сразу не видны, вскроются, вы могли обратиться. Ну и напоминаем, что приемка работ происходит по акту. Следовательно, прежде чем его подписывать, от радости, что наконец-то ремонт закончился, нужно все внимательно осмотреть. Если вы с чем-то не согласны, вы можете акт либо не подписывать, либо прописать, что установлены те-то недостатки. То есть работы приняты, но с недостатками. Следовательно, устанавливается соглашением срок устранения недостатков, либо, если эти недостатки не глобальные, как я уже говорила, можно установить уменьшение стоимости оплаты в связи с тем, что выявлены вот такие недостатки. Желаем вам приятных ремонтов, чтобы они заканчивались только отличной новой обстановкой. Хорошего дня! К юбилею Рима в 2025 году в городе могут запустить летающие такси. Первый в Европе вертипорт для них планируют открыть в 2024. Об этом пишет The Mayor. Вертипорт хотят установить в римском аэропорту Фьюмичино, откуда электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой будут доставлять пассажиров в город. Это позволит избежать наземного движения и сопутствующих ему задержек. В будущем в Риме планируют создать сеть из 10 вертипортов. Более того, проект в столице сам по себе является лишь первым этапом превращения Италии в страну-первопроходца в области частного воздушного транспорта. В числе других городов, где хотят разместить вертипорты, была упомянута, например, Венеция. Ну а в Шотландии готовится экспедиция для поисков лохнесского чудовища. Присоединиться может любой желающий. Мы ищем подающих надежды охотников на монстров, которые будут участвовать в экспедиции 26 и 27 августа. Поиски станут крупнейшими в своем роде с тех пор, как Бюро расследований Лох-Несса изучало озеро в 1972 году, говорится на портале проекта Лох-Несс-центр. В поисках будут участвовать не только люди, но и современное оборудование, например, дроны с инфракрасными камерами и гидрофон, который сможет распознать звуки под водой. Лохнесское чудовище ищут уже несколько веков. Люди регулярно сообщают, что видели в озере загадочное существо. Однако ученые считают, что очевидцы в основном наблюдали больших угрей. Венеция может попасть в список исчезающих объектов ЮНЕСКО. Такую рекомендацию дали эксперты Всемирной организации по сохранению культурного наследия. Об этом сообщает The Mayor. Специалисты давно обеспокоены такими проблемами города, как последствия изменения климата, чрезмерный туризм и депопуляция. При этом в ЮНЕСКО отмечают бездействие итальянских властей. По мнению организации, правительство страны делает недостаточно для спасения уникального города в лагуне. Решение о повышении охранного статуса Венеции будет приниматься в следующем месяце. В сентябре Комитет всемирного наследия соберется в Эр-Рияде. Ну а в живописном высокогорном ущелье Чунгурчак Киргизской Чуйской области состоялся этнический фестиваль Кумыс-фест-2023, посвященный традиционному древнему напитку кочевников – кумысу.
В этом году мероприятие объединило сотни людей. Они не только прогуливались по живописным местам ущелья, но и активно принимали участие в разнообразных конкурсах. И, конечно же, пробовали кумыс. Так, для приготовления кумыса местные используют свежее кобылье молоко, процеживают, а затем наливают в специальную емкость – бурдюк, предназначенную для закваски. Эта емкость, бурдюк, делается вручную из кожи, коптится, чтобы кумыс был вкусным. Древние киргизы были кочевым народом. Он, бурдюк, удобен для кочевки. Можно сложить, потом расправить, когда нужно. Кумыс хранится в нем при правильной температуре. А вот бишкек, палку для взбивания кумыса, делают из дерева. Ей надо часто взбивать кумыс. По словам организатора Кымыз Фест 2023 Ланбека Душейналиева, одна из целей мероприятия – поднять национальный дух киргизского народа. Надо, чтобы все знали, кто такой киргиз. Даже мы сами должны задаваться вопросом, кто я, кто мы. Такие площадки, как фестиваль кумыса, должны поднимать дух киргизского народа и направлять его на процветание, на рост, свободолюбие киргизского народа. Кумыс у тюркских народов называется кымыс, а сам напиток известен кочевым народам с глубокой древности. По сообщению Министерства культуры Киргизии, на фестивале прошла ярмарка породистого скота и изделий народного промысла, а также турниры по армрестлингу и перетягиванию каната. В ведомстве добавили, что одна из главных задач Кымыз Фест 2023 – распространить информацию о благоприятном влиянии на здоровье человека. В Тбилиси Важа Хачиури 10 лет назад увлекся необычным хобби. Мастер дает вторую жизнь старым швейным машинкам и превращает их в модели автомобилей или кораблей. Хачиури рассказывает, что относится к своему делу с любовью. За последние 2 года изделий стало так много, что они не умещаются на столе. Я по профессии инженер-энергетик. 10 лет тому назад я начал делать вот такие необыкновенные вещи из швейных машин. Это мой хобби. В коллекции мастера ретро-автомобилей музыкальные инструменты, корабль, паровоз, самолет, карета, телефон и светильник. Иногда я эти вещи делаю 3-4 месяца. Надо сперва сделать чертежи, а потом уже идет работа или по сварке, или по отделке. В основном я использую цветные металлы, латунь, медь, серебро. В некоторых работах даже присутствует встроенное диодное освещение и музыкальные механизмы. За последние 2 года я создал вот эти автомобили, музыкальный инструмент, телефон, корабли. У меня столько вещей, что уже на столе это не помещается, остальные на полу у меня лежат. Вот этот автомобиль, например, я сам придумал. Такой автомобиль в мире не существует. По словам Хачиури, сначала жена не воспринимала это увлечение всерьез, однако спустя время посмотрела другими глазами на хобби мужа и даже попросила сделать для нее маленький рояль. Этот рояль сделал по просьбе своей жены. У него есть еще музыкальный механизм. Сейчас у мастера в планах воссоздать копию «Мерседес» 1957 года. Хачиури уже сделал чертежи в 3D-формате, подобрал швейную машину и изготовил базу будущего изделия. А сейчас настало время узнать, что же советуют нам звезды на этой неделе. Далее в нашем эфире рубрика «Гороскоп». Овны. Новая неделя подарит овнам возможность заявить о себе на работе. Ваша энергия, целеустремленность придутся кстати, особенно в середине недели. В отношениях возможны маленькие недопонимания, но они лишь помогут укрепить ваш союз, если вы подойдете к ним с пониманием и терпением.
Тельцы. Для тельцов эта неделя будет наполнена коммуникациями. Ваши дипломатические способности помогут разрешить давние конфликты или даже начать новые интересные проекты. В любви вас ждет спокойствие и гармония. Возможно, придется принять важное решение относительно домашних дел. Близнецы. С каждым днем недели близнецы будут чувствовать, как их креативные жилы наполняются энергией. Это отличное время для начала новых проектов или для изучения новых навыков. В отношениях важно быть искренними и открытым. Ваш партнер оценит вашу честность. Раки. Ракам следует ожидать неожиданных сюрпризов в эту неделю. Может быть, вы встретите старых друзей или получите интересное предложение по работе. В любовных отношениях возможно возобновление старых связей. Не бойтесь перемен, они принесут новые возможности и радостные моменты. Львы. Под покровом летнего солнца львы будут чувствовать себя непревзойденно. Энергия и уверенность будут с вами рука об руку, делая эту неделю благоприятной для начала новых проектов. В отношениях стоит дать партнеру больше внимания, уделить время на общение и понимание его потребностей. Девы. Многие девы заметят, что их интуиция усиливается на этой неделе. Слушайте свое внутреннее «я». Это может привести к интересным открытиям и новым возможностям. В любовных делах, возможно, вам стоит быть немного решительнее, чтобы ваши чувства были услышаны. Весы. Творческая энергия весов в это время года находится на пике. Пользуйтесь этим, чтобы воплотить свои идеи и жизнь, будь то искусство, работа или домашние проекты. В отношениях гармонии и понимания ваш лучший союзник. Скорпионы. С этой недели начнется период самоанализа для скорпионов. Прошлое может всплыть на поверхность, предоставив вам шанс изучить свои ошибки и взять из них уроки. В личной жизни подойдите к своим отношениям с новой перспективой. Это поможет обрести более глубокое понимание партнера. Стрельцы. На горизонте обозначались новые возможности для стрельцов. Эта неделя будет отличаться активностью, поэтому зарядите свои батареи и готовьтесь к интересным событиям. Любовные приключения могут добавить пикантности в вашу романтическую жизнь. Козероги. С привычной серьезностью козероги подойдут к решению важных задач на этой неделе. В работе вас ждут успехи и признания, особенно если вы будете придерживаться своего плана. В отношениях важно не забывать о потребностях партнера, дарите тепло и внимание. Водолеи. Эта неделя будет наполнена неожиданностями и свежими идеями. Возможно, пора начать новые проекты или присоединиться к интересной группе. В любовной жизни не бойтесь выражать свои чувства и желания. Это укрепит ваши отношения. Рыбы. Мечтательность и интуиция придут на помощь в принятии решений. Эта неделя обещает глубокие размышления и духовное развитие. В любовных делах откройтесь новым возможностям, и вы увидите, как ваша романтическая жизнь станет более яркой и насыщенной. Якутия, доброе утро. Новости к этому часу. Власти государства утвердили порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников специальной военной операции. Уточняется, что при определении среднего дневного заработка не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. Эти изменения позволят не допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности для вернувшихся участников спецоперации в связи с тем, что в этот период они не имеют заработка, который учитывается при исчислении пособий. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, за исключением семей с готовым доходом свыше 5 миллионов рублей. Даванков отметил, что нужно рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей. В этом году собрать ребенка в школу стоит огромных денег, из-за чего родители вынуждены влезать в микрозаймы, чтобы купить детям все необходимое, уточнил Владислав Даванков. Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана и готова к отгрузке, первая из которых будет доставлена 11 августа на остров Сахалин. В издательстве добавили, что печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране.
Сейчас в процессе участвует более 10 комбинатов. Также стало известно, что Минпросвещение Российской Федерации в новом учебном году представит учебник по географии с разделом про новые регионы. Степень готовности максимальная. В Якутске проверяют объекты коммунальной инфраструктуры на предмет безопасного прохождения осенне-зимнего периода 23-24 годов. Несмотря на то, что на дворе середина августа, подобные проверки необходимо проводить заранее, чтобы оставить время на устранение недочетов. Так, первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников проверил готовность коммунальной инфраструктуры ряда социальных объектов Якутска, в частности, новых котельных птицефабрики и медцентра. В ходе проверки осмотрели и ход капитального ремонта школы номер 7, где в том числе идет полная замена системы отопления. Работы должны быть завершены в срок к началу учебного года. Видно, что коллеги работают и котельные готовятся. Есть котельные, которые в перспективе будут в этом году работать в тестовом режиме, а в следующем году вводиться. И в частности, это микрорайон птицефабрика. Части микрорайона Мерзлотки, то здесь, конечно, тоже котельная готовится. При этом в свое время замечания были и из другого микрорайона части теплоснабжения. Но мы уверены, что в этом году здесь работы проведенные точно послужат тому, чтобы было намного надежнее, чем прошлые годы. Маневренное жилье построят в 17-м квартале на месте, подготовленном ранее для строительства нового здания администрации столицы республики. На сегодня в Якутске 1159 многоквартирных деревянных домов, признанных аварийными. Маневренное жилье предоставляют гражданам в случаях, когда проживание в аварийном жилье становится небезопасным. Глава Якутска подчеркнул, что жилые помещения в маневренном фонде выделяются людям временно до момента получения нового жилья. Как сообщалось ранее, в районе пересечения улиц Жарницкого и Пионерская планируется строительство нового 9-этажного здания под маневренный жилищный фонд на 120 жилых помещений. А на первом этаже здания планируют разместить полицейский участок. Для мирнинцев старшего поколения провели развлекательную программу. Мероприятие «Кухнем» провел культурно-спортивный комплекс. Пожилые мирнинцы вспоминали молодость, танцевали и пели песни, играли в ручеек и интерактивы угадывали звезд. Организаторы проверяли, насколько современно старшее поколение. Мероприятие провели в рамках месячника «Еще не вечер». Его посвятили проекту «Активное долголетие 60+». Ведущие бойцы Якутии и зарубежных стран выйдут в октагон. В Якутске продолжается подготовка к международному турниру по ММА на призы главы республики и лиги Эйджел ФЦ Хабиба Нурмагомедова. Программа турнира включает в себя 13 поединков, главным из которых выступит якутянин Узаир Абдураков. Всего в республику представят 8 бойцов. Готовиться к выступлению на этом турнире им помогают именитые якутские тренеры и спортсмены. Турнир состоится 18 августа в спортивном комплексе «Триумф». Да, вот каждому подход индивидуальный. Для кого-то борцовские качества, для кого-то ударную технику ставим. Но я в основном работаю в сторону борьбы. Иван Федорович работает на ударную технику. Еще Борис Федоров, тоже боец, чемпион МФП, тоже помогает в подготовке. На этом все новости. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова продолжает добрые дела. Так, активисты Объединенного студенческого совета общежития уже провели ряд добрых дел. Например, на прошлой неделе они провели восстановительные работы на детской площадке по улице Лермонтова, 117. Ребята покрасили и починили ограждение. О том, как все это начиналось и какие планы у ребят, мы сегодня поговорим с одними из участников этого проекта. Это Аяна Прокопьева, она является студенткой мединститута Северо-Восточного федерального университета, и Владислав Мигалкин, студент горного факультета СФФУ. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, когда вы начали заниматься таким добрым делом и с чего все началось? В первую очередь мы поступили в Северо-Восточный федеральный университет и стали активистами Объединенного студенческого совета общежитий, который функционирует в университете с 1996 года. Ага. И при поступлении в организацию мы уже знали, чем будем заниматься, и поэтому все были готовы.
Ну вот за вашу деятельность, да, сколько дел вы уже успели сделать с начала проекта и сколько вообще еще планируете? Ну так как организация функционирует уже давно, то мы занимаемся не только восстановительными работами на территории детских и спортивных площадок, но также ребята проводят мероприятия различного уровня университетского и также волонтерят на республиканских мероприятиях. Например, на университетском уровне мы проводим орионы, слеты актива, и на республиканском волонтерим на различных концертах, форумах, и также помогаем многодетным и пожилым людям. Владислав, а как вы пришли в это дело? Я пришел в это дело с первого курса, когда я начал учиться. Меня позвал мой друг, сказал, есть вот такая идея, ты с нами? Я пошел. Это довольно интересная такая идея. То есть ты, как сказать, восполняешь себя энергией, вот так, помогая другим людям. То есть, и делать город чище, да. Отзыв, да, получает, да? Отклик. А вообще насколько люди, как люди отзываются ваши? Люди отзываются очень хорошо. Вот тогда, когда мы волонтерим именно, люди сами подходят, спрашивают вам помочь. Они уже видят, что ребята стараются, что-то делают. Кому-то это очень нравится. Многие люди подходят, спрашивают, чем вы занимаетесь вообще. И тоже интересуются нашим движением. Так вот скажем. Здорово. Как происходит вообще взаимодействие, да? То есть как вы узнаете, либо сами смотрите, да, если площадка в плохом состоянии, например, да, или же управы к вам, да, или жителей? В основном нам помогают управы, с которыми мы давно дружим, там, где волонтерили или делали какие-нибудь мероприятия, и прямо на нас выходят, либо же мы сами смотрим, где уже что-то не очень, мы уже сами пытаемся справиться своими силами. Вы полностью делаете все своими силами? Например, даже покрасить тоже детскую площадку, это нужно приобрести, например, краску. Как происходит? В основном, да. Это чисто, да, сами пытаемся как-то восполнить. Определяете фронт работы? Да. Какие у вас планы на ближайшее будущее? В ближайшее время имеются еще восстановительные работы, и нужно будет провести территориальную уборку. И после наступления учебного года будем работать с первокурсниками. Я правильно понимаю, что вы являетесь студентами, да, СФУ, но работаете не только в каникулярное время, да, грубо говоря, не в учебное, но также в течение учебного года? Да, когда люди свободные, то есть наши ребята, да, в любое свободное от учебы время мы пытаемся как-то собраться, что-то сделать, что-то хорошее. Вообще ваша организация открыта, то есть как может, например, студент, который, может быть, нас посмотрел, или будущий студент, да, первокурсник, куда ему можно обратиться, чтобы влиться в ваше движение? Да, наша организация всегда для всех открыта, можно присоединиться к нам через соцсети, то есть найти нас через соцсети, или можно также увидеть нас на уборках территории также, да, допустим, в футболках с логотипом университета. Также можно просто подойти, поинтересоваться так-то, и спокойно можно к нам присоединиться. Можете ли рассказать о вашей команде, да, то есть сколько человек в движении и вообще в целом такое среднестатистическое лицо? Сейчас у нас в организации около 500-600 активистов, и на летнее время осталось 40-50 человек. То есть остальные уехали, да? 40-50 человек, основной актив работает. Когда вернутся те 450, они присоединятся? Тоже присоединятся к работе после отдыха. Скажите, вообще самое сложное, что в вашей деятельности, например? Я понимаю, что студентам все по плечу, да? Море по колено, но тем не менее, есть ли какие-то сложности, трудности? Всегда разные бывают сложности. Где-то чего-то не хватает, где-то надо чего-то добавить. В основном это работа с людьми.
так вполне нормально, в принципе. Ну и время свое нужно уметь распределять на учебу и на активную жизнь. Ну, на самом деле, хотелось бы поблагодарить вас не только за то, что вы сегодня пришли в наш эфир, но также за вашу деятельность. Напомню, что ребята просто на добровольных началах вместе со студентами ремонтируют, производите уборку территорий. В общем, делают доброе дело для нашего города и не только. Спасибо большое вам еще раз. Спасибо. Друзья, ну я думаю, что сейчас можно немножко повторить погоду. Сегодня в городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха была плюс 20 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 3 метра в секунду, днем будет плюс 19, плюс 21 градус. Но я думаю, что если вы уже выглянули в окно, да даже, может быть, еще находитесь дома и уже чувствуете запах дыма. Дело в том, что индекс качества воздуха по шкале IQI Air составляет достаточно опасный уровень, это 307 баллов. По России город Якутск занимает сейчас первое место, на втором месте Каменск, Ростовская область, Сочи на третьем месте, Владивосток на четвертом и Магнитогорск, Челябинская область на пятом месте. Концентрация вредных частиц PM2 и 5 в городе Якутске сейчас в 51,3 раза выше рекомендуемого Всемирной организации здравоохранения. Среднегодового значения качества воздуха составляет, то есть, соответственно, в 51,3 раза. Друзья, ну, можно посоветовать, да, советы, как предостеречься. Во-первых, избегайте нагрузок, да, больших физических нагрузок на улице. Если имеется дома очиститель воздуха, то обязательно его включите. Носите маску на улице и закройте окна, чтобы избежать загрязнения квартиры наружным воздухом. Ну что, тем не менее, метеорологи прогнозируют на этой неделе дожди. Я думаю, что ситуация улучшится. Ну а вам желаем продуктивной рабочей недели и хорошего настроения. До новых встреч!